Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости», в студии Тойер Пиров. Вечером 8 марта по инициативе правительства Республики Таджикистан и при поддержке партнеров по развитию в рамках глобального механизма равного доступа к вакцинам Всемирной организации здравоохранения против COVID-19 первая партия вакцины британской компании Oxford AstraZeneca была доставлена в Таджикистан. Республика Таджикистан стала первой страной Центральной Азии, получившей этот тип вакцины. В Таджикистан специальным рейсом Сомон Эйр из Дели доставлена первая партия вакцины от коронавируса AstraZeneca. Партия состоит из 192 тысяч доз вакцины, которая покроет вакцинацию около 3% населения Таджикистана, в первую очередь приоритетных групп – медицинских работников, учителей и людей старше 50 лет. В Министерстве здравоохранения отмечают, что остальные вакцины будут постепенно доставлены в Таджикистан в самое ближайшее время. Европейскую вакцину от COVID-19 Таджикистан получил в рамках программы COVAX. Через механизм COVAX Таджикистан получит 732 тысячи доз вакцины AstraZeneca, и на первых порах планируется вакцинировать около 20% населения страны. Прежде всего, вакцинацию пройдут наиболее уязвимые группы населения, в которые входят лица старше 70 лет, люди с хроническими неинфекционными заболеваниями, работники сферы здравоохранения, военнослужащие. На втором этапе вакцинацию в Таджикистане пройдут люди в возрасте старше 60 лет, а затем старше 50 лет. Это более 1,8 миллиона человек. При этом лица до 18 лет в списки пока не входят. Оставшиеся 42,5% населения будут вакцинированы другими препаратами, которые поступят в страну из различных источников. Они могут быть китайского или российского производства. Так, уже на третьем этапе вакцинируют 3,9 миллиона человек. В общей сложности вакцинацию от коронавируса должны пройти 5,8 миллиона жителей Таджикистана. Напомним, что на прошлой неделе Республиканский штаб по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения новой инфекции COVID-19 принял решение, согласно которому Министерству здравоохранения и социальной защиты населения поручено наладить подготовительные мероприятия для вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции, осуществлять планирование населения по возрасту с учетом второй и третьей фазы иммунизации, в кратчайшие сроки разработать проект соответственного нормативного правового акта по проведению иммунизации против новой коронавирусной инфекции в Республике Таджикистан и представить на утверждение правительству страны. 11 марта исполняется 109 лет со дня основания первой таджикской газеты «Бухура-и-Шариф». По случаю Дня таджикской прессы в Академии государственного управления при президенте Республики Таджикистан прошел научно-политический форум «Роль прессы в процессе государственного управления Республики Таджикистан». Во встрече приняли участие руководство Академии государственного управления при президенте Республики Таджикистан, ветераны печати, преподаватели, а также студенты. На мероприятии было отмечено, что в демократическом обществе печать и СМИ являются мощным средством, влияющим на сознание общества. Велика их роль в предоставлении и объективном освещении происходящего, демократизации и становлении общественного мнения. В процессах глобализации одной из важнейших задач СМИ является повышение национального самосознания и патриотизма, поддержка и развитие исконных национальных традиций и древней таджикской культуры. Издательство, как отражатель государственных интересов, должно являться объединяющим средством между гражданским обществом и социальными слоями общества. В период независимости развитие образования стало одним из основных направлений нашей государственности. Изучение наук, техники и новых технологий получило приоритетное значение в жизни общества. С целью еще большего привлечения молодежи к чтению книг в стране уже третий год подряд проводится республиканский конкурс «Фуруги Субхи Донуи Китобаст». С незапамятных времен таджики почитали науку, знания, просвещение, уделяли особое значение воспитанию и учебе подрастающего поколения, породили гениев, которые внесли великий вклад в развитие мировой науки, культуры и литературы. В период независимости развитие образования стало одним из основных направлений нашей государственности. Изучение наук, техники и новых технологий получило приоритетное значение в жизни общества.
Вопросы, связанные с развитием образования и интеллектуального потенциала, многократно затрагивались в выступлениях и речах главы государства. Согласно распоряжению президента Республики Таджикистан, в честь 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан в 2021 году будет проведен республиканский конкурс «Фурухи Субхи Донои Китобас». Министерством финансов Республики Таджикистан за счет средств резервного фонда президента Республики Таджикистан, предусмотренных на 2021 год, будет выделено исполнительному аппарату президента Республики Таджикистан для реализации данного мероприятия 2 миллиона 835 тысяч сомани. Конкурс будет проводиться по 5 номинациям: детская и подростковая литература, классическая литература, современная литература, мировая литература, сочинение прозы. В конкурсе может принять участие население страны, в том числе учащиеся общего, среднего и начального профессионального образования, студенты среднего и высшего профессионального образования, послевузовского образования, аспиранты, докторанты, исследователи, преподаватели всех уровней образования, деятели культуры и искусства, представители разных профессий. Один человек может участвовать только в одной номинации. Призы будут присуждаться победителям в 4 группах и 5 номинациям. Победители 4-го тура конкурса, занявшие 1, 2, 3 места, и обладатель гран-при не имеют права участвовать в соревнованиях последующих лет на срок до 3 лет. Учителя, ученики которых в 4-м туре конкурса заняли 1 место, награждаются почетными знаками «Отличник образования и науки Республики Таджикистан» и «Отличник культуры Республики Таджикистан». Учителям общеобразовательных школ, которые подготовят своих учеников с 1 по 4 тур конкурса, а в финальном туре займут 1, 2 и 3 места, будут вручены денежные призы из резервного фонда президента Республики Таджикистан. Родители, чьи дети займут 1, 2 и 3 места в 4-м туре, получат значки «Марифат Парвар» и почетную грамоту Национальной библиотеки. Конкурс «Фурухи Субхи Донои Китобас», который проходил в предыдущие годы, впечатлил всех граждан Таджикистана и побудил на еще большее чтение книг как отечественных, так и зарубежных авторов. Так что в этом году ожидается еще большее количество участников конкурса. Зумрат Файзиева, Рано Азизи, новости. В провинции Гельминда Исламской Республики Афганистан в ходе спецоперации были убиты 10 боевиков и ранены 4 их товарищей. В Пуэрто-Рико в ходе спецоперации полиции было обнаружено и изъято 1600 килограммов кокаина у наркоторговцев. Таджикская нация, имея древние традиции и богатую культуру, внесла достойный вклад в мировую цивилизацию. Такие наши добрые традиции и национальные праздники, как Навруз, Мехаргон и Сада, на протяжении истории служили утверждению созидательных, а также духовно-нравственных ценностей. Из этих праздников Навруз самый ожидаемый и любимый. Навруз зародился более 3000 лет назад, и возник этот праздник не на ровном месте, а исключительно по велению самой природы. Именно 21 марта, в день, когда равны день и ночь, наступает новый солнечный цикл, новый астрономический год, а следовательно закон обновления вновь вступает в свою силу. Сегодня Навруз – праздник государственного значения и одна из главных таджикских национальных традиций. И как тысячелетия назад он полон древнейших самобытных ритуалов и красочных обрядов. Навруз в Таджикистане крепко связан с новыми надеждами и ожиданиями, поэтому в этот день принято прощать даже злейшим своим врагам, не ссориться, помогать слабым и нуждающимся. Все это приманит удачу в дом, верят люди. Еще одной доброй приметой считается угощать. В этот день хозяйки жарят особые пирожки с зеленью, готовят нишалук, хурутоп, шакарок, пекут самбусу и манты, в котлах дымится ароматный плов и, конечно же, главное блюдо в Навруз – суманак. В праздничные дни проходят народные гуляния, устраиваются традиционные состязания, а также выставки и ярмарки. Навруз является главной и самой красивой традицией таджикского народа. Этот общенациональный праздник сохранился до наших дней в чистом виде. В течение 2 недель, начиная с 21 марта, во всех городах и районах Таджикистана проходят праздничные мероприятия, готовятся особые блюда. Люди ходят друг к другу в гости с семьями, участвуют в общенациональных ритуалах и устраивают уличные представления. Навруз приносит нашему народу не только радость и веселье, а
является временем созидания и облагораживания, способствует благоустройству каждой семьи, населенного пункта, города, района, в целом благоустройства нашего края. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы!